В ходе проверки на КПП ПСО 24 декабря была выявлена пиротехническая продукция, которую хотели ввести на территорию Абхазии без каких-либо соответствующих документов. В связи с чем данная продукция была изъята и складирована на склад госстандарта до выяснения обстоятельств, где был приобретен данный товар, предоставят или нет, мы время даем предпринимателям, предоставят или нет на данную продукцию соответствующие документы. В данный момент тут около 25 видов позиций на сумму 215 тысяч рублей. Также в ходе плановых проверок торговых объектов в Гудаутском районе была изъята продукция сомнительного качества. На ней указана различная маркировка на украинском языке, на грузинском, на русском. И вызывает сомнение ее упаковка. Она не является заводской, она кустарно собранная. Также будем выяснять, отслеживать, откуда эта продукция поступила в торговые объекты нашей республики. И также была выявлена продукция просроченная, с истекшим сроком годности. Такая продукция незамедлительно изымается и в последующем будет храниться на складе госстандарта до утилизации уполномоченными органами. Далее инспекторы потребительского надзора отправились на Сухумский центральный рынок и проверку начали с цыган, которые реализуют на территории рынка пиротехнику. Так, растаможка получается. Еще что? Сертификат есть какой-нибудь? Есть, да. Основные нарушения по продаже пиротехнического изделия на рынке мы видим только что в расположении места продажи, потому что продавать пиротехнику в проходном месте скоплению людей запрещено. Рынок должен быть выделить место определенное, закрытое, где-то рядом со стеной, чтобы, если в случае чего, не было такого скопления большого людей. Вот основные такие требования. По документам вроде вопросов нет. Инспекторы также проверили магазин «Русская пиротехника», который находится на рынке. Здесь продается множество разных пиротехнических изделий – петард, хлопушек, бенгальских огней, многозарядных салютов. Стоит отметить, что нарушений выявлено не было. Маркировка, цены, условия хранения – одним словом, все соответствует правилам. Данный магазин каждый год нами проверяется. Маркировка здесь на продаваемых фейерверках соблюдается, то есть сертификат качества тоже они получают. Ограничения возрастное тоже соблюдаются, то есть 18 плюс пиротехника здесь продается от 18 лет. И также, насколько я знаю, некоторые изделия пиротехнические, они продавая своего, то есть инструктора отправляют, и он уже... Когда применяется салют, он именно устанавливает, занимается установкой, и запуском салютов тоже занимается человек с данного торгового объекта. Неправильное использование пиротехники очень опасно и может стать причиной неприятных, а порой катастрофических последствий. Поэтому важно соблюдать требования, предъявляемые к качеству и условиям использования пиротехнических изделий. Рекомендация нашим гражданам республики, гостям, гражданам приобретать данную продукцию в стационарных специализированных магазинах, в которых выделена отдельная полка, проводится инструкция при реализации продавцами, и чтобы при продаже данная продукция имела все сертификаты, сопроводительные документы, надо требовать у продавца. И чтобы она, естественно, надо смотреть сроки годности. Сбиты они, перебиты, визуально надо провести осмотр. Если вызывает сомнение, не приобретать, а сообщат в госстандарт республики. Также хотелось бы сказать, что рекомендуем и просим наших граждан при покупке, чтобы возрастное ограничение соблюдали, приобреталась данная продукция уже совершеннолетними людьми. Детям ни в коем случае нельзя приобретать данную продукцию и использовать ее. В магазинах должны быть отдельные прилавки для пиротехники, не в проходных зонах. И всегда должен присутствовать продавец. А хранить пиротехнические изделия на складах нужно только на верхних этажах. У нас пиротехнические изделия делятся на 3 класса. Первый класс – это
хлопушки обыкновенные детские, которые на 0,3 метра радиус, как бы такой безопасный. Следующие уже такие более-менее бомбочки, которые на 5 метров. И самые страшные – это большие петарды, большие фонтаны, большие такие взрывчатые, которые радиус 3 класс, это радиус поражения уже 30 метров. Вот основные требования. Поэтому люди должны соблюдать. Если вы покупаете большие фонтаны, большие фейерверки, они должны уже отходить на расстояние более 30 метров, потому что все может быть произойти. Он может взорваться просто не один, а сразу всей кучей может взорваться, и радиус поражения будет большой. Инспекторы отдела потребительского надзора и дальше продолжат работу в этом направлении. Специалисты предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании пиротехнических изделий. Лаура Капш, Нала Чхинджеря, Ахрамичба, Абхазское телевидение.